В 1961 году был подписан договор об Антарктиде, который говорит о том, что Антарктида – это полностью нейтральная территория только для научных исследований. У России там 5 зимовочных станций и около 3-4 сезонных станций. 5 зимовочных станций – это вот самые основные, это Беллинсгаузен, Мирный, Восток, Прогресс и Новолазаревская. И есть еще сезонные станции. Это молодежная, дружная и русская. Но они, по-моему, уже законсервированы. Я еду на ту же станцию, на станцию Новолазаревская, которая находится в оазисе Шермахера, земля Королева Мод. Коллектив станции, он составляет примерно 30-31 человек. Из них около десятка человек – это научный состав. Остальные это такой больше вспомогательный. Это строители, механики, водители, радисты, системный администратор, повара, сам начальник станции, его заместители, 2 человека. И научный состав там озонометрист, сейсмолог, океанолог, 3 геофизика, вот один из которых я. Все мужчины, женщинам в российской антарктической экспедиции участвовать запрещено, к сожалению. Тяжело, потому что это все-таки очень изолированное такое место. У нас 30 человек, и у нас нет сотовой связи, нет нормального интернета. Есть вот интернет только в одном доме, и то он очень медленный, поэтому особо там не посидеть. То есть контакта у нас с внешним миром практически никакого нет. Мы общаемся только друг с другом. Рядом с нами вот самая ближайшая станция – это индийская станция Мейтри. Они находятся примерно в 2 километрах от нашей станции. Но мы можем к ним ходить только в сезон. Во все остальное время там сильные ветра, сильные метели, из-за которых передвигаться по Антарктиде пешком запрещено, нельзя. Это только если какой-то особый праздник, который мы проводили вместе с ними. Например, вот День независимости Индии, мы ходили к ним в гости, а если наш праздник, 9 мая, например, мы приглашали их уже к нам. Самое тяжелое время – это середина зимы, это вот июль-август. Продукты на всю зимовку, на целый год завозятся на судне, на Академике Федорове. Овощи и фрукты, они долго не хранятся. В течение примерно месяца они уже заканчиваются. Это вот самое такое время, когда есть какое-то разнообразие в нашей кухне. А дальше мы едим уже то, что хранится долго. Всяческое содействие в наших начинаниях. Ну, я надеюсь, эта экспедиция пройдет хорошо. Она, надеюсь, пройдет лучше, чем в прошлый раз, потому что я уже многие моменты, многие ошибки, которые я допускал в прошлый раз, я их уже не допущу. И по работе, я думаю, справлюсь намного лучше.